Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. У нас в гостях сегодня башкирский политэмигрант, человек, который проживет во Франции. Зовут его Рамиль. И рад его представить вам. Рамиль, салам алейкум. Валейкум ассалям, Руслан. Валейкум ассалям, слушатели Хаумахас. Здравствуйте, все, кто нас слышит. Действительно, меня зовут Рамиль, и несмотря на то, что на заднем фоне гора Тратау, я нахожусь сейчас во Франции. Я башкир, вообще родом из Ишимбайского района, много лет жил и в Башкортостане, потом уехал учиться. Последние годы перед отъездом жил в Татарстане, в Казани. Ну, вот сейчас нахожусь во Франции, нахожусь... Да, вот, Рамиль, расскажи, пожалуйста, свою историю вообще, как ты попал во Францию, почему ты туда попал, по каким причинам? Руслан, это сложный вопрос, на который я даже себе не всегда могу ответить. Можно углубляться очень далеко, можно... Ну, коротко, все, что можешь рассказать, вот расскажи. Да. Скажем так, я всю свою сознательную жизнь с детства ощущаю себя, скажем так, инородним человеком в рамках существующей действительности, которая всегда была в России и до этого в Советском Союзе. Я не могу выделить какой-то конкретный момент, когда мне стало не нравиться эта вся реальность и действительность. Это было очень давно, действительно очень давно. Я не могу сказать, что 22-й год какой-нибудь или 14-й что-то во мне изменил. Нет, мне всегда не нравились очень многие вещи. Мне нравились политические, мне нравились экономические. Не нравилось то, что происходит с нашей республикой, и не только с нашей республикой, а с другими, в том числе территориями в рамках России. Но, конечно, с таким триггером и значительным поводом, скажем так, которые заставили меня оказаться здесь, являлось усиление репрессивного режима, сложившиеся обстоятельства после начала войны, активной фазы войны, которую начала Россия в Украине. Это, соответственно, привело к дальнейшему усилению репрессивного аппарата, и в какой-то момент получилось так, что я просто не могу находиться на территории России, не ощущая себя в безопасности по многим причинам. Я немножко сейчас не буду углубляться в детали, но это действительно так. То есть это смесь политических, моих личных убеждений и сложившихся обстоятельств. Вот как-то так. Ну, вообще, наш комитет Башкирского национального движения за рубежом, он состоит из башкир, из татар, из русских, которые сейчас проживают за пределами России. И нас объединяет всех именно то, что сейчас в России проводится политика такая нетерпимости к другим народам, колониальная политика, захватническая политика, когда одновременно, скажем так, угнетаются наши народы внутри самой России, плюс даже это так называемая Российская Федерация, что смешно выглядит. И одновременно идет колониальная попытка захвата других народов, вот как Украина сейчас. Вот. И, конечно же, это многим не нравится, многие стали уезжать из-за этого. И вот у нас образовалась такая вот, скажем так, такая организация, комитет, назвали его Комитет Башкирского национального движения за рубежом. Следишь ли ты за этим комитетом? И если следишь, то что можешь рассказать вообще о деятельности, покритиковать, возможно, что-то? Да, я следил в России, скажем так, слежу давно, многое знаю, но не могу сказать, что, находясь не в безопасности, я пытался активно в этом участвовать по очень простой причине. Ну, может быть, это где-то моя слабость, может, где-то моя излишняя осторожность, потому что мы понимаем, что репрессивные органы не дремлют, и идет массовое давление на людей,
И, конечно же, необходимо проявлять осторожность. Да, я слежу, я, в общем, разделяю все цели и то, что ты говорил, и задачи краткосрочные, среднесрочные. Я считаю, что это важное дело. Важное дело с точки зрения не только башкирского народа, не только Республики Башкортостан, где живут многие национальности. Это важное дело в том числе с точки зрения вообще развития всей этой территории, которая стала и была нашей родиной. Это не только для башкиров, не только для татар, не только для чеченцев. Как мы видим, что политика России привела к тому, что идет кровопролитнейшая просто война, и кто из народов следующий, кто из соседей попадет под каток вот этой имперской умирающей машины, это вопрос. И, конечно же, надо об этом говорить, надо с этим работать. Вот что я думаю по этому поводу. Это очень важно. Тем более существующие организации с лидерами, с теми людьми, которые могут высказывать свое мнение, показывать людям, что есть путь другой, есть путь правды, с этим надо работать. Давай тогда, знаешь, как поговорим вообще о нашей республике. И вот как бы ты вообще охарактеризовал сегодняшнее положение не башкирского народа, а именно Республики Башкортостан в целом, как государства, как вот национального образования? Хороший вопрос. В общем, я очень много лет занимался бизнесом, немножко, наверное, все-таки понимаю в экономике. Не могу сказать, что я какой-то великий специалист или еще что-то. И здесь дело не только, конечно, в Республике Башкортостан, в нашей республике, а вообще дело в том, что очень многие территории, попавшие вот этот колониальный каток России, испытывают примерно одинаковые экономические, скажем так, трудности, когда огромное количество ресурсов выкачивается из территорий, когда территории лишены малейшего суверенитета, они не имеют права практически распоряжаться деньгами, которые зарабатывают люди. Все люди, живущие на территории. Неважно, там, русский ты, чуваш, татарин или башкир. Если ты живешь в Башкортостане, ты производишь некий продукт, работая там. Так вот, фактически получается, что некие люди в Москве отбирают этот продукт и тратят его так, как им удобно. Когда-то они его тратят на развлечения в Москве, когда-то они его тратят, просто сжигая в войне. Это ужасно. Ну, а вообще непосредственно, если касаться Республики Башкортостан, то, многие знают о том, что... Многие знают, кстати, многие даже не знают о том, что Республика Башкортостан, на самом деле, она достаточно очень богатая. Не только природными ресурсами. Это и нефть, и газ, и золото, и многие другие полезные, там, медь, очень много, да, у нас есть. Но в то же время она вообще богата, скажем, самой природой. У нас считается одна из самых красивейших природ, наверное, ближайших каких-то там 1000 километров. Ее называют жемчужина Урала, Республика Башкортостан. Плюс у нас хорошо развитый промышленный комплекс. Плюс у нас достаточно хорошо развитое сельское хозяйство. То есть республика вообще сама по себе очень богатая во всех смыслах. Почему она такая нищая, почему она такая, так, в середнячках находится, хотя, в 90-х годах она условно была в лидерах, в десятке лидеров регионных доноров. Вот как ты считаешь? Я считаю, что это следствие сознательной экономической политики. Здесь можно долго рассуждать о том, имеет ли место исключительно национальный вопрос, или это общий вопрос того, как Россия ведет себя с колониальными территориями. И если мы даже оглянемся в историю и в не очень давнее прошлое, о том, как начали развиваться, например, территории, которые смогли избавиться от российской метрополии, от российского колониализма, мы видим, что всегда после того, как Россия уходит по той или иной причине с этих территорий, там начинается экономический рост, там начинается рост населения. В Башкортостане на данный момент ситуация другая.
Все ресурсы, еще раз, благодаря налогам, благодаря специальной политике, при котором собственники были вывезены за территорию Башкортостана, а то и за территорию России, и вся прибыль фактически оседает за пределами республики. Это вот ровно то, что приводит к такой ситуации. Нет самостоятельности экономической, нет возможности распоряжаться своими деньгами, нет возможности развивать собственный народ. Это и приводит к такой ситуации. Но помимо экономического положения, вот ахового такого, да, есть же еще политическая составляющая. То есть когда, в тех же самых 90-х годах, в начале нулевых, Республика Башкортостан действительно являлась, можно назвать ее государством, и она и по Конституции является государством, и таковой практически являлась, когда вела там международные отношения с разными странами, когда у нее был президент свой, когда мы, допустим, принимали законы, которые, абсолютно, скажем так, шли в противоречие с Конституцией Российской Федерации. У нас была своя собственная Конституция, где были такие положения, которые, абсолютно другие были по отношению к самой системе Российской Федерации. Допустим, как у нас было закреплено там свое собственное гражданство, хотя она, конечно же, никогда не использовалась, но все равно. Вот такие вещи. Таможня, я помню, у нас была своя. Как политически тоже сдали, получается, республику. И в этом говорят, что заслуга во многом Муртазы Рахимова, первого президента, который, чтобы удержаться у власти, начал сдавать все политические, скажем, политические очки, заработанные в 90-х годах республикой, плюс экономику начал сдавать, то есть продавать всякие крупные предприятия и так далее. Вот что ты скажешь? Ты согласен с этим или нет? Руслан, вот ты важный момент отметил по тому, что республика и государство. Я помню там, 20 лет назад, когда я кому-нибудь говорил о том, что Башкортостан является государством согласно Конституции Российской Федерации, не только Республики Башкортостан, а согласно Конституции Российской Федерации, потому что там указано, что в составе Российской Федерации находятся республики и государства. Это прямо написано. Люди всегда удивлялись, и это вызывало для них какое-то прям нервное неприятие, потому что они всегда, очень многие, считали и хотели посчитать Башкортостан именно абсолютно подчиненной территорией. Что касается 90-х и всего, что с этим последовало. Если честно, мое мнение немножко такое. Трудно критиковать Муртазу Рахимова по очень простой причине. Во-первых, я не находился на его месте, и я не могу себе представить, в каких обстоятельствах давления или свободы он находился. Действительно, был момент, когда он, опираясь на национальные элиты, на какой-то консенсус Республики Башкортостан, опираясь на то, что, в общем, Россия тоже была довольно слабой, многие республики, не только Башкортостан, смогли получить, что называется, больше суверенитета. А дальше возникает вопрос. Это личная и единственная вина конкретного человека и его ближайшего окружения, или мы с вами все, не только башкиры, но и другие граждане, люди, проживающие на территории Республики Башкортостан, не смогли защитить наши общие права. Потому что суверенитет, экономический суверенитет является на самом деле и ценностью не только для башкир, но и для всех, кто хочет жить на территории республики, на территории этого государства, нашей Родины, для тех людей, которые считают его Родиной. И, наверное, и мы в том числе в какой-то момент не смогли поддержать непосредственно и Муртазу Губайдулловича, какие-то элиты, и произошло то, что произошло. Действительно, были сданы сначала политические права, после этого были отняты экономические права. И, как мы видим,
прошло там всего лишь 15, сколько там, чуть больше 15 лет, теперь отнимаются вообще оставшиеся какие-то права. Я не удивлюсь, если, условно говоря, завтра скажут, давайте прекращайте носить эти лисьи шапки, потому что они нас раздражают. Я не знаю, что будет дальше. Ну, хорошо. Спорно, конечно, спорно по поводу того, что мы не поддержали там действия Муртазы Рахимова. Я помню, что, в принципе, башкиры-то, кстати, его и поддерживали в первую очередь. Но многие, надо просто честно всегда, как бы, я считаю, что надо всегда честно смотреть на историю. Да, действительно, Муртаза Рахимов много сделал для Республики Башкортостан, сохранил, сколько можно было тянуть, сохранил ее какие-то там особые ее положения, особый статус и так далее, там контроль. Вот. После того, как, но постепенно он все равно, скажем так, сдавал позиции. И в 2010 году, когда его убрали, вообще понеслась, можно сказать, все быстрым таким галопом, когда Хамитов начал вообще сдавать все, что можно. В последующем Хабиров и сейчас добивает. По поводу, давай поговорим о башкирском народе. Вот если мы, скажем так, я просил тебя охарактеризовать положение современного Башкортостана, то я бы сейчас попросил бы тебя охарактеризовать положение башкирского народа вот на сегодняшний момент. Каким ты его видишь вообще вот на данный момент? Смотри, я вырос, в общем говоря, в русском городе. И сознательную жизнь, большую часть сознательной жизни я прожил, в общем говоря, в русском окружении. Несмотря на то, что, еще раз повторюсь, там моя деревня находится фактически у подножия Тратау, это земли Ерматы, мой отец башкир, другие предки тоже всегда проживали на этой территории. Мне по некоторым предметам немножко сложно судить, но я могу сказать следующее. Мне кажется, все-таки, несмотря на уникальное столетиями давление по ассимиляции, по фактическому геноциду, физическому истреблению, башкиры смогли сохранить свою нацию. То, что нас продолжает в нас жить, это и язык, и культуру, место проживания. Мы не убежали с этой территории. Это наша религия все-таки. Это наши обычаи, это вот эта приверженность к своей культуре, к своему роду, к своей земле. Поэтому, с одной стороны, действительно ситуация сложная. Мы находимся уже много столетий в состоянии давления на нас, давления другой цивилизации, враждебной цивилизации. Но мы выжили. И Аллах-Виса, я думаю, что мы выживем при определенных условиях. Ну, то есть ты оптимист и смотришь на то, что как бы все плохо не было, то есть мы живы. Ну так, да? Коротко, если. Не только так, я просто знаю конкретные примеры. Я думаю, что и ты их знаешь. Ближайших нам родственных народов, в том числе, которые, находясь примерно в таких условиях, смогли довольно быстро, за короткий срок, вот эти 25-30 лет, восстановить, очень сильно увеличить свою численность, построить свою экономику, самостоятельную экономику, смогли где-то восстановить из руин свое национальное самосознание. Про кого ты говоришь? Назови их, назови эти народы. Это казахи, очевиднейший пример. И вот мы знаем последние данные, например, по валовому национальному продукту на человека Казахстан обогнал просто-напросто Россию экономически. Он стал более сильным государством. Каждый гражданин Казахстана на данный момент производит продукта и богаче, чем средние россияне. Хотя, казалось бы, когда-то это была какая-то окраина России, незаселенная там какая-то целина, которую русские пытались распахивать. Это казахи, несомненно. Самый впечатляющий рост по населению показали узбеки.
пожалуй. То есть их численность, если не ошибаюсь, примерно, кстати, уровня того, по которому находились башкиры, то есть где-то за 60-70 лет они, если не ошибаюсь, от 5 или 6 миллионов выросли практически до 40 миллионов сейчас. А 40 миллионов населения — это приличное европейское государство. Большое, крепкое государство. То есть численность их выросла, выросла доля узбекского населения. Есть и другие примеры. Это и Азербайджан, тоже близкий нам тюркский народ. Хорошо, Это Кыргызстан. я с тобой согласен, но здесь есть одно но. Все эти государства получили независимость, и только в этом случае у них произошел тот рост, про который мы говорим сейчас. И рост экономики, и рост численности, и укрепление языка, идентичности и так далее. У нас этого нету. То есть, исходя из твоих слов, нам, чтобы спасти, как ты говоришь, как бы, что ты видишь, что башкирский народ до сих пор еще сохранился, и у него есть шансы выжить, сохраниться, выжить и развиваться, для этого нужна независимость. Правильно? Да, правильно. Да, правильно. Угу. Каким путем ты видишь достижение этой независимости? Как должно это произойти? Ну, вот сейчас посмотришь на народ Республики Башкортостан, в том числе и на башкир, в том числе и на татар в Татарстане. Что-то не особо хотят люди независимости. Люди боятся, люди говорят, что нам не надо, у нас там все круто, мы живем классно, там, русские нам братья и так далее. Какой путь достижения независимости ты видишь? Как он произойдет? Руслан, есть такое понятие пирамида Маслоу. Вообще она как бы о потребностях конкретного человека, но ту же пирамиду Маслоу мы можем попробовать переложить на нацию или на народ. Если народ находится в состоянии небезопасности, в состоянии, когда ему грозит уничтожение, то, как бы нам ни хотелось, думать, ну, не знаю, о саморазвитии, о развитии культуры, науки и все остальное народу трудно. Народу именно как единицы, именно такой. Он занят выживанием. И это была сознательная политика, конечно, российского государства, когда оно пыталось вогнать вот эти колонизированные народы в состояние, когда они существовали вот на нижней планке выживания. То есть перебиваясь, ну, ты прекрасно знаешь историю, первым делом после того, как русские захватили Казанское ханство, они уничтожили верхнюю элиту и среднюю, как ни странно, элиту. Не знаю, кузнецов просто-напросто уничтожили для того, чтобы татары не могли развиваться. А как ты можешь развиваться, если у тебя нету кузнеца, у тебя нету ученого человека, у тебя остаются только фактически бессловесные рабы. Это сознательная политика. Но сейчас я считаю, что Россия находится в состоянии, тут и не только я, Россия сейчас, Россия как нация, Россия как государство находится в состоянии, можно по-разному характеризовать. Возможно, это стадия надлома, возможно, это уже стадия разлагания. То есть российская цивилизация, русский народ, он пережил момент своего рассвета. Мы, к сожалению, нашему сожалению, попали под пресс этого государства, наш народ, именно в момент его максимального рассвета, то есть там 16-17 век. И мы продолжали воевать 200 лет, там, 300 лет, когда закончились массовые башкирские восстания. То есть фактически мы еще 100 лет назад воевали за нашу независимость. Но сейчас Россия все равно продолжает находиться в состоянии распада. Мы находимся рядом с государством, который, несомненно, разрушится. Разрушится на нашем с тобой веку, разрушится через 5 лет, через 10, через 30, и я, к сожалению, не могу предугадать. Ситуация может развиваться довольно быстро, действительно. Есть такое понятие «черный лебедь», то есть некоторые неожиданные события, которые может резко менять все обстоятельства. Опять-таки мы прекрасно знаем, что вроде бы для людей Советский Союз существовал вечно, и вдруг в один день кончился. Может ли оправдаться такой с Россией? Да, может. Наша задача и наши возможности — это не быть погребенными под остатками этой умирающей цивилизации и найти свой выход в тот момент, когда ситуация начнет довольно резко меняться. Слава Богу,
сейчас в ближайшем с нами окружении, опять-таки повторюсь, есть родственные нам тюркские народы, которые находятся в стадии развития. Это те же самые казахи, это те же самые узбеки. Турция находится, в принципе, при всех ее сложностях в состоянии подъема. У нас есть шанс в тот момент, когда начнут происходить необратимые события. Ты вот говоришь о Казахстане, о Турции, о Узбекистане, Кыргызстане, но помогут ли они нам? Не кажется ли тебе, что в первую очередь нам надо, во-первых, опираться на свой народ, опираться на наших соседей, татар, чувашей, то есть на народы Урала, Поволжья, плюс, чтобы одновременно все это происходило в разных регионах, в разных республиках России, чтобы они тоже одновременно, скажем так, поднялись. Потому что если поднимется один Башкортостан, то тут ни Казахстан, никто не поможет, нас задавит. Несомненно, ты прав. Несомненно, ты прав. И мы знаем, что национальное движение существует, конечно же, не только в Башкортостане. И есть региональные движения, даже связанные в том числе не с национальными республиками. Действительно, они существуют. Действительно, общая задача не только нас, не только наших ближайших соседей, Чувашии, не знаю, Татарстана, Удмуртии. Это мы находимся в интересный исторический момент, когда, скажем так, вот этот демонтаж российского государства с превращением его в пусть национальное русское государство, но лишенное вот этих зубов и желания нападать на соседей, когда оно является, в общем-то, интересом не только нас, а и Европы, и мира. Вот ведь в чем дело. Поэтому думаю, что исторический момент очень интересный. И, конечно же, необходимо развивать национальные движения и внутри. Конечно же, нам нужна опора на собственные силы. Конечно же, башкирам нужно думать об образовании. Нужно думать о том, что будет завтра. И понимать, что ситуация может меняться. Вот так. Но вот только Европа и та же самая США не хотят развала России. Руслан, я могу сказать следующее. Возможно, да. Возможно, нынешние элиты не хотят. Но уже здесь, разговаривая в том числе с людьми, которые живут здесь, я понимаю, что они, во-первых, обеспокоены растущей силой России. Конечно же, они обеспокоены ситуацией с тем, что может произойти в случае развала России. Они балансируют на вот этой грани между тем, что хуже. Так что, нет, они, наверное, не хотят коллапсирующего разрушения, но так называемое контролируемое разрушение будет в интересах Европы тоже. Но самое главное, что это в наших интересах, потому что без этого, сколько мы еще протянем? 100-200 лет? Я не знаю. Я вообще на это смотрю немножко по-другому. Я считаю, что, как правильно ты сказал, разрушение, распад этого государства — это просто объективный исторический процесс, который рано или поздно произойдет, и скорее рано произойдет, чем поздно. И как бы ни пытались укрепить, удержать это государство, те же самые европейцы, те же самые американцы, но это невозможно. Если народы, населяющие его, хотят выйти из него, если сам русский народ, он не, скажем так, он заинтересован только постоянно подавлять других, он не заинтересован мирно развиваться, там как-то давать действительно возможность развиваться другим народам, то все произойдет само собой, и никто это не сможет удержать. Нам вот в этот момент нам самое главное уже самим осознать ответственность за судьбу своего собственного народа и взять ее в руки, а не бежать, подписывать очередной договор. Вот это самое опасное, что может произойти, когда потому что многие сегодняшние башкиры, они
действительно не готовы. Вот мы стараемся с ними работать, как-то пропагандировать идеи независимости, рассказывать о том, что независимыми быть лучше, чем зависимыми и так далее. Но все равно много еще ватников, которые считают, что вот мы с Россией вечно, столько лет мы воюем за нее, вот наша судьба связана с ней, вот мы обязаны жить с ней и всегда. Вот как ты считаешь, как с таким народом работать вообще? И надо ли с ним работать или просто двигаться без его мнения к независимости? Я, наверное, еще раз все-таки попытаюсь вернуться к своему тезису. К сожалению, по-видимому, довольно трудно работать с людьми, которые находятся в очень трудном материальном положении. Если у него просто нету другого способа, как, не знаю, заработать себе на хлеб, записываясь в русскую армию, к сожалению, наверное, что-то с ним делать на данный момент трудно. Хотя, с другой стороны, находясь в состоянии опасности, зачастую они вдруг понимают, что где-то хочется дуа сделать Всевышнему, а где-то они вспоминают о своей маме, о своей родине. Возможно, это тоже каким-то образом повлияет. Да, необходимо работать, но необходимо работать с теми людьми, которые все-таки чуть-чуть понимают. Мне кажется, на них нужен упор. На тех, которые на данный момент все-таки не находятся в состоянии вот этой полной нищеты и ежедневной борьбы за существование. Такие тоже есть, конечно же. Надо учиться, надо изучать свою историю, надо учить своих детей, надо интересоваться тем, что происходит вокруг. Как бы не смешно и не из истории давно изучала эта фраза, но башкирттар уку керек. Ну, вот смотри, тут есть такие два расхожих интересных мнения, когда говорят, что когда нищий народ нищий, и вся его деятельность только направлена на то, чтобы как-то выжить, заработать, там, обеспечить свою семью продуктами элементарными, там, заплатить за квартиру, коммуналку и так далее. Он не интересуется политикой вообще. А политикой интересуются только те, у которых есть время, вот, которые более-менее обеспечены, как бы у них есть возможность там просматривать какие-то передачи, там, интересоваться, когда у них есть что терять, да, вот из каких-то накопленных там каких-то запасов, там, или свой бизнес у них, вот, и так далее. С другой стороны, есть другое мнение, что наоборот, вот те, у которых что-то есть, они боятся это потерять и поэтому не лезут в политику. А вот тем, у которых ничего нету абсолютно, и они вот устали жить в этой нищете, и они вот, их с каждым разом все хуже и хуже становится, и вот им терять нечего, и вот они готовы, скажем, двигать вот эту революцию, подниматься и так далее. Вот какое здесь, на твой момент, верное мнение? Мирослав, нету верного мнения. Мы не знаем, к сожалению, с тобой, как может развиваться событие. Ты абсолютно прав. И вся история крупных революционных изменений в мире происходила не из-за того, что кто-то, там, не знаю, умный, читающий, решил, что нужна революция. Нет. Конечно же, это происходило восстание вот именно в сердце народа, в том числе в массах, тех, которые вчера искали, где им купить хлеба, а сегодня они, там, не знаю, штурмуют Бастилию, как во Франции это было. Здесь это действительно тонкий момент. И мы действительно уже знаем на вот этой нашей современной истории, там, тех же самых 5 лет, когда люди, казалось бы, довольно апатичные, привыкшие жить в каком-то относительном комфорте, у них есть, не знаю, телефон, ипотека и даже купленный Форд в кредит. И вдруг они почему-то встают тысячами, выходят защищать гору. Хотя, казалось бы, гора и гора, а у тебя вроде и хлеб есть, и никаких проблем нету. Или начинают защищать другую свою землю. С чем это связано? Как раз с тем, когда все-таки внутри остался вот этот дух какой-то, дух народа, дух собственного достоинства.
когда, ну, уже дальше терпеть нельзя. Конечно же, эти люди являются силой, и они являются значимой движущей силой. Да, действительно, ты прав. Они тоже могут восстать. Здесь, наверное, я думаю по поводу... Ну, я тоже постоянно об этом думаю. Вот по поводу... Ладно, бедные слои населения, по ним понятно. То есть все-таки те, кто не лезли в политику, как бы они бедно ни жили, они так и не будут лезть. Те, у которых есть какое-то чувство справедливости, у которых есть собственное «я», даже как бы, ну, будучи очень бедными, они в моменты вот таких серьезных изменений, они поднимаются. Что же касается среднего класса, то я считаю, здесь нужно разделить, наверное, на тех, кто заработал свои богатства от государства, будучи чиновником, либо там получая подряды от государства, какие-то там гранты и так далее, они никогда ни при какой ситуации не выйдут против государства. Только когда уже все рухнет, только тогда они там быстренько перебегут. Вот. А те, которые своим собственным трудом заработали, не получая от государства ничего, мало того, наоборот, постоянно угнетаемые государством, там, всякими налогами, всякими придирками, там, пожарные и так далее, вот, которые заработали свое состояние, им действительно есть что терять, и они понимают прекрасно, что чем хуже становится, тем больше как бы вероятность, что у них вообще все отнимут. И мы видим прекрасно, что сейчас государство предприятие за предприятием национализирует. Скорее всего, вот есть, наверное, вот это вот, надо понимать, наверное, разницу вот среди среднего класса, среди бедного класса. Я хотел с тобой поговорить по поводу еще такого момента. Вот сейчас идет война, в которой башкиры, к сожалению, вообще Республика Башкортостан участвует очень активно. И на сегодняшний момент погибшие по Республике Башкортостан мы являемся в лидерах практически уже 2 года по всей России. У нас сейчас что-то около 6,5 тысяч погибших. Официально. А неофициально, наверное, еще больше. Вот представим, что произошли изменения в стране, наступила революционная ситуация, и башкирские националисты, башкирское национальное движение провозгласило курс на независимость Республики Башкортостан, построение независимого государства. Вот в этот момент вот эти вот бывшие военные, военнослужащие, которые воевали или воюют сейчас в Украине, которые уже демобилизовались, там кто-то по ранению, кто-то просто контракт закончился, как они себя поведут? На чьей стороне они будут? Вот. Как твое мнение? Сложно. Очень сложно, и, думаю, ни у кого нет ответа на этот вопрос. Опять-таки, мое мнение следующее. Наверное, среди них есть те, у которых вот этот внутренний стержень осознания довольно слабый. То есть, куда их нагнет вот это ветер истории, они в той стороне и будут находиться. Возможно, есть такие. Возможно, как бы это странно ни звучало, мы видим ужасающие иногда кадры, когда, скажем так, над нерусскими на этой войне издеваются именно их, что называется, не знаю, там, коллеги, однополчане или что-то. То есть издеваются над ними по национальному признаку. Не знаю, оскорбляют, пытают именно по национальному признаку. Так что, возможно, часть из них оттуда вернется с осознанием собственной идентичности. И тогда они тоже могут быть движущей силой именно национального движения. Здесь нельзя, думаю, что всех абсолютно подогнать под одну рамку. Будут и такие, и такие. Кто-то, пережив сложный психологический момент, не знаю, задумается о многих вещах. Как с ними работать? Как с ними работать, чтобы их переключить на нашу сторону? Объяснять им, что, во-первых, в случае нашей независимости, в случае нашей экономической ситуации, не нужно будет оторвать свою руку для того, чтобы заработать своим детям на хлеб. Это безумие. Убивать других людей
отдать свою ногу, руку, голову для того, чтобы, не знаю, купить машину или покрыть крышу дома. Это безумие просто-напросто. Ну, мы обязаны просто, мы должны по-другому дорабатывать. Это первая часть. Вот это показывает тем, что это не единственный путь. Второе — это попробовать. Это не наша война. Это несправедливая война. У нас нет никаких противоречий с Украиной, у башкир, у жителей Башкортостана. Вообще нет ни малейших противоречий с Украиной или украинцами. Нам совершенно без разницы. Она нам не нужна, эта война. Это не наша война. Зачем надо ехать и участвовать в ней? Мне не совсем понятно. Это надо объяснять людям. Это надо говорить с людьми. Это надо говорить их братьям, сестрам, их детям, в конце концов. Только такого метода. Хорошо, наверное, тогда на этом закончим. В принципе, обсудили, я думаю, что важные стратегические такие моменты, касающиеся нашей Республики Башкортостан, башкирского народа. В дальнейшем, думаю, что наша не последняя встреча. Я думаю, что уже будем обсуждать с тобой, если ты следишь за новостями в республике, уже непосредственно новостную повестку. Но есть что обсуждать, много что. Вот за твоей спиной стоит Таратау, который когда-то я лично тоже защищал. И Куштау, мы помним, да, как народ защищал Республики Башкортостан, Куштау от разработки. И есть вероятность, что она вновь эти горы попадут под разработку. Потому что вопрос с сырьем так и не решен. Поэтому есть что обсуждать. Я думаю, что мы обязательно будем встречаться периодически, обсуждать, если ты не против. Да, конечно, Руслан, без проблем. Хорошо, на этом всем спасибо, кто смотрел. Вы были на канале Комитета Башкирского национального движения за рубежом. Баргала Рахмет. Спасибо тебе, Рамиль. Рахмет. Спасибо тебе, Руслан. Всем спасибо, кто смотрел.